people will look for shaitan, they'll find И it. люди будут искать сатану и найдут его. Вот он, Иблис, сатана, держите его, порвем его на кусочки. Вот он! So they'll come to him. Они придут к нему и скажут: «Иблис, эй, мистер Здоровяк, великий из великих, ты тот, кто привел нас сюда. Сегодня все мы в аду из-за тебя». He's gonna say, "No, И он Iblis- ответит: Iblis is, «Вы знаете, Иблис лукавый, и вы увидите, насколько он хитер в судный день». Он скажет так: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. «Аллах дал вам обещание, и я вам обещал. Аллах обещал вам в Коране, а я обещал, нашептывая вашим умам и сердцам. Аллах сказал: за это вы войдете в рай, а я говорил: не беспокойся. Просто сделай это, сделай то, ведь это приятно, это удовольствие, наслаждайся, приятель». Я сказал вам так: وعدتكم فأخلفتكم. I gave и я нашептывал вашим сердцам, и я обещал вам: не переживайте. И вы не слушали Аллаха, но слушали меня. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Кого вы собираетесь винить? Вы хотите обвинить меня за то, что попали в ад? Вы сами привели себя сюда. У вас был выбор, поверить милостивому или мне, и вы предпочли шайтана. Поэтому не подходите ко мне сегодня и не требуйте ничего. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Вы не можете спасти меня сегодня, а я не могу спасти вас. Я не способен вам сегодня помочь, и вы не можете прийти мне на помощь. И вы, и я здесь. Мы все здесь, в аду. По сути, он скажет: сейчас мы на равных, в одинаковом положении. Потому что шайтан стремится к этому. Он хочет, чтобы мы попали в ад. Мы знаем, что шайтан заключил сделку с Богом. Он высокомерно заявил, что взрастит в людях такие надежды, что те отвернутся от Бога. И он, сатана, отвратит человека от поклонения единому Богу. Известно, что шайтан внушает людям надежду на долгую жизнь в этом мире, что все у них в этой жизни будет хорошо, независимо от того, поклоняются они Богу или нет. То есть он обещает им бессмертие в сочетании с безнравственностью. Когда наступит день воздаяния, Бог явит свою силу и могущество. Вот тогда люди поймут, что шайтан обманул их. И сатана сам признается: «Я обещал вам, но это было ложью, а то, что Бог обещал вам, правда». После этого шайтану придется защищаться от обвинений со стороны людей, ведь теперь им все стало ясно, и они начнут винить его. «Ты тот, кто сбил нас с пути». Но шайтан ответит: «Не вините меня, вините себя. Смысл моих действий был в том, чтобы давать вам эти пустые обещания, и вы подчинились, вы последовали им, поэтому не вините меня, вините себя». И даже если бы он принял вину на себя, уже не важно, ведь он говорит: «Я не смогу вам ничем помочь, так же, как и вы мне». И в итоге за неправедные поступки последует мучительное наказание.